Bize Matlı Tuğanlar, azırkı söz, qoğumdық işler. Бүгінгі бізден юбилярымыз Қалық Барықтавасович Мамбетақұновта. Бір туған ұлттардың өкілдері отырышат, ошон үшін түшінікті тілде сөйлеп қойайын, рұқсат берсеңіздер. Дорогие друзья, товарищи и близкие мне люди, позвольте поблагодарить за благодарность мой адрес всем присутствующим в этом зале, а в вашем лице всех тех, кто по долгу службы или велению сердца сопричастен к жизни инвалидов, кому не безразличны их судьбы и в том числе моя. Я рад приветствовать представителей органов государственной власти, представителей организаций, частных лиц, связанных по долгу своей деятельности с Кыргызским обществом слепых и глухих. Всех, кто вносит свой вклад в построение равных прав возможностей для всех граждан Кыргызстана. Я искренне благодарен за поздравления моих коллег, руководителей Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, а также обществ слепых Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана. Я с благодарностью отмечаю нашу совместную работу в реализации стандартных правил равных возможностей для инвалидов, отстаивание и прав и становление достойной политики государства в отношении инвалидов. Все слова, адресованные сегодня мой адрес, я искренне разделяю десятитысячным коллективом нашего общества слепых и глухих. Без вашей поддержки, дорогие друзья и коллеги, без вашего понимания, без вашей каждодневной кропотливой работы ничего бы не было. Один в поле не воин. Спасибо всем вам, низкий поклон за совместную работу, взаимопонимание, за бережное отношение к истории и традициям Кыргызского общества слепых и глухих. С особой теплотой я вспоминаю о своих первых воспитателях, учителях школы для слепых детей, куда я попал совершенно отчаявшимся подростком, придавленным, навалившимся на меня горем. Вот уж поистине не задерживается надолго в школах слепых и глухих детей случайные люди. Задерживаются здесь только добрые люди, имеющие сострадание, особый склад души и отзывчивое сердце. Низкий поклон всем вам, кто связал свою жизнь с детьми с ограниченными возможностями. Особая роль в жизни инвалидов, в моей личной жизни, так и в жизни общества в целом, принадлежит средствам массовой информации. Мы представить не можем жизнь без радио, газет, журналов, телевидения. Принимаем как должное, а чаще заслуги пишем на воде, а грехи чеканим на металле. Пахает мы всегда, пожалуйста, но благодарить мы забываем. Вот и сегодня, сейчас
у меня праздник, а у них работа. Уважаемые работники СМИ, примите искренние слова благодарности за ваш труд, за вашу работу, принципами которой являются гуманнейшие из постулатов современного общества: милосердие, недопущение дискриминации инвалидов, защита их прав, интересов, интеграции в общество, информационное сопровождение жизни. Лично для меня информация – основа, стержень жизни. Я не помню случая, когда мне, как человеку, как представителю организации инвалидов, не была оказана помощь, поддержка, понимание от работников СМИ. А это дорогого стоит. Со словами благодарности я обращаюсь к моей дружной семье, отцу Барктабасу, честь и уважение ему, моим 7 сестрам, их мужьям и детям, моей жене и моим детям, их 5, 2 внукам, родственники, родные мои. Я искренне ценю вашего внимания, поддержку, доброе отношение ко мне и к друг другу. Именно это помогает нам преодолевать невзгоды и трудности. Именно наши добрые отношения друг к другу позволяет от души радоваться успехам друг друга и быть рядом в самые трудные минуты. В дни тягостные и в дни печали, мои несчастливые моменты, вы были рядом со мной. Вам низкий поклон. Спасибо моим землякам и сикульцам, моей малой родине, мальчикам. Я уехал, но связи не терял всю свою жизнь. И, как вы видите, они тоже по-доброму относятся ко мне. Я чувствую это и благодарен им. Сейчас не могу не вспомнить свою маму Майраш. Она умерла в 37-летнем возрасте, оставив на этом свете мужа и 8 детей, меня и 7 моих сестер. Младшей было 5 лет. Мама умерла вскоре после того, как я ослеп. Горе подкосило ее. Хочу верить, сейчас она видит меня, она радуется за меня. Я благодарен ей за годы детства, за материнскую любовь, которая помогла мне преодолеть трудности в юные годы. И не только трудности последующим, но и уметь радоваться жизни, ценить ее, любить близких, уметь дружить и быть благодарным. Светлая ей память маме, светлая память моей рано ушедшей из жизни супруге Татьяны. Она подарила мне 16 лет хорошей семейной жизни. И за замечательного сына Марата и дочь Юлия. Еще раз светлая память маме Майраш и супруге Татьяне. Последние 11 лет со мной рядом жена Динар. Благодарю ей за внимание, за заботу. Спасибо за дочь Динаим, за то, что я с радостью иду на службу и с радостью возвращаюсь домой. Я рад за то, что мои дочери Раушан и Рахат
стали достойными людьми. У них, по-моему, полное взаимопонимание. Ну и, конечно, хочу благодарить организаторов сегодняшнего торжества, руководителя и рядовых работников нашей филармонии, певцов, музыкантов и актеров. Огромное вам спасибо. Особо хочу отметить работу органов государственной власти в становлении партнерства общественных организаций инвалидов и государства. Считается одним из определений демократичности государства, зрелости общества в их отношении к самой незащищенной части общества – инвалидам. И вот эта встреча в зале полном народа, телевидение, цветы, высокие слова. И среди участников представители аппарата президента страны, Жогорку Кенеша, аппарата правительства. И все это ради обычного незрячего человека, не совершившего прорыва в науке, в искусстве и в спорте. Я просто жил, работал, старался, желал улучшения жизни друзей по судьбе и своим близким. Вот и думаю, да, трудности, да, проблемы, да, тревога есть, но если жизнь обычного незрячего человека, его жизнь и он сам стал прообразом пьесы, спасибо драматургу Алтынай Темировой и режиссеру Замирбеку Сооронбаеву, у этого народа есть потенциал, у этого государства есть демократическое будущее. Спасибо вам. Желаю от души добра, здоровья, взаимопонимания близкими, семейного благополучия. Пусть вера каждого в успех добрых начинаний, способность понимать и поддерживать друг друга всегда сопутствует нам. Пусть всегда будет с нами вера, надежда, любовь. Рахмат.